В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Мужчины Алекминска заготовили лед своим семьям участников СВО и передали эстафету. Расскажем, кому. В Усть-Алданском Лусе состоялось подписание соглашений между техникумом и школами района. В чем выражается сотрудничество? Мультфильмы на якутском языке для сохранения родного языка и традиционной культуры. Об авторе мультфильмов и его работах. Министерство образования и науки республики в соответствии с указом главы республики продолжает реализовывать меры поддержки для участников СВО и членов их семей. На сегодняшний день 1987 семей участников СВО освобождены от оплаты в детских садах, как государственных, так и частных. 21 ребенок в первоочередном порядке обеспечен местом в группах круглосуточного пребывания. 123 семьи по всей республике воспользовались правом на перевод детей в приближенные к месту жительства образовательные учреждения. В сфере школьного образования продолжается организация бесплатного горячего питания для обучающихся с 5 по 11 классы. Этим правом на сегодняшний день воспользовались 2315 детей. 62 семьи воспользовались преимущественным правом на перевод детей, приближенные к месту жительства образовательной организации. 95 семей воспользовались преимущественным правом на зачисление ребенка в группы продленного дня в образовательной организации на бесплатной основе. Ледовую переправу Хатасы-Павловск через реку Лену открыли сегодня, 25 ноября, на территории Якутска и Мегино-Кангаласского района. Проезд по ледовой переправе разрешен для транспортных средств до 3 тонн. Повышение грузоподъемности автозимника будет поэтапным, по мере нарастания толщины ледяного покрова. На зимнике действуют 2 основные полосы движения и 2 резервных. Для соблюдения норм безопасности Управлением автодорог республики организована круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксации. На субботник по заготовке льда для 7 участников СВО вышли работники администрации Алекминска. Загрузив машины и развезя лед по адресам, администрация района передала эстафету следующей организации. За работой следила и моя коллега Елена Фаст. В этот же день напиленный лед доставят по заявленным адресам Алекминска и близлежащих сел. Тут всех не перечислить, которые в здании администрации располагаются, вышли на субботник мужики на заготовку льда для участников специальной военной операции, которые проживают в городе Алекминске, и близлежащих населениях. По заявке у нас поступают. Жданова Зоя Семеновна их, ей обращаются люди, поэтому заготовили вот сегодня, видно так, 3 чардана получилось, выпилили. Именно о доставке льда попросили семьи участников СВО. Там вода чистая, это не то, что брать воду из системы, поэтому кто-то уже с детства приучен его пить, поэтому уже не может без него, и это в основном у некоторых это традиция. Вообще занятие это знакомо далеко не всем, как и в любом деле есть свои особенности и навыки. Во-первых, надо, чтобы были нормальные подготовленные инструменты, и опыт для заготовки. В целом всегда у нас, когда этот происходит, допустим, старший прививает младшим детям, и у каждого своя роль, кто-то там пилит лед, кто-то достает, кто-то слаживает. Важно научиться работать командой, ведь у каждого свой участок ответственности. Когда команда сплочена, ровные кубы чистого льда быстро растут рядом с прорубью. У вас был опыт заготовки льда? Да, знаете, ранее приходилось доставать лед. Сегодня, так сказать, вспомнил былое. Интересно вообще это поучительный процесс? Да, конечно, для каждого северянина, для каждого якутянина, я считаю, это такая неотъемлемая часть его жизни. Собственно, прежде всего, это необходимость, водой нужно будет запастись на зиму. Надежный тыл – подспорье для бойца, ведь очень важно знать, что дома у тебя все в порядке.
Елена Фаст, Максим Копылов, Алекинск. В столице республики состоялась церемония вручения сертификатов о назначении стипендий главы республики. Алан Хасу там запевала Масохая кузнецам и народным мастерам, носителям традиционной культуры. Айсен Николаев поблагодарил стипендиатов за вклад в сохранение и развитие духовного и культурного наследия народа. В этом году назначено 26 стипендий, в следующем году наградят 107 человек. Кузнецам назначено 7 стипендий. Одно место мы сразу, на первый год же сразу назначили нашему уважаемому Мандару. Мандару отдали пожизненную. Так что у нас 6 мест. Мы каждый год, когда приближается вот это назначение стипендии, мы все мастера собираемся с улусов. И правление собирается и голосуем, кому дать эту стипендию. А в Усть-Алданском улусе состоялось торжественное подписание соглашения сетевого взаимодействия между Усть-Алданским техникумом и 17 образовательных учреждений района. Сотрудничество выражается в комплексной педагогической и методической поддержке образовательного процесса. В техникуме учатся более 200 студентов по 8 специальностям из 23 районов республики. Мы посетили все мастерские, цех по производству строительных материалов, столярную мастерскую, сварочные аппараты посмотрели. В Сотинском техникуме востребовано очень, преподаются очень хорошие специальности, которые востребованы сейчас в настоящее время. Такие вот рабочие профессии, которым необходимы сейчас, в настоящее время. Коммунарские сборы с участием 5 школ Аймяконского района прошли в селе Ючугей на базе учебного заведения. Соревновались старшеклассники. Состав команды 10 человек. Впервые на сборы приехала сборная команда из 2 школ райцентра. Тема сборов «Новый взгляд Аймяконье» отражала взгляд молодежи на будущее родного улуса. Ребята придумали и изготовили эмблему своего наследия, представление «Страна танцующих драконов». Видеоролик «Наша команда поет с талантливой семьей села». Самым интересным стал КВН по теме «Семейные истории». Повезли мы с собой, как нам сказали жюри, что у нас очень здоровый юмор. В том плане, что он очень добрый юмор. Мы везли именно вот такой, достаточно доходчивый, понятный юмор. Все, которые происходили у нас конкурсные этапы на коммунарских сборах, то есть везде шел социальный подтекст здорового юмора. Команда Уснера заняла на коммунарских сборах 2-е место. Первыми стали Сарданох, потому что они действительно очень яркие, очень харизматичные такие, достаточные ребята. Более 150 учащихся Амгинской школы номер 1 вступили в ряды «Орлята России». В республике реализуется всероссийская программа патриотического воспитания младших школьников «Орлята России», нацеленная на развитие социальной активности детей и формирование у них активной гражданской позиции. Так, в Амгинском улусе проходят торжественные мероприятия вступления младших школьников в ряды «Орлят России». Следует отметить, что программа набирает большие обороты. В этом году она будет действовать и в детских садах «Орлята-дошколята». Также проект переведен на якутский язык, региональный компонент «Эксюкюсенере». Вступают все начальные классы, все 18 школ нашего улуса вступают. Можно сказать, что мы 100% охватили учащихся. Программа состоит из 7 треков. В течение учебного года дети под руководством классных руководителей и советников директоров по воспитанию по 7 трекам выполняют задания, проводят мероприятия и в конце учебного года, если у них высокие достижения, могут поехать во всероссийский лагерь «Орленок». Для сохранения родного языка и традиционной культуры немаловажную роль играет создание якутских мультфильмов, считает Анатолий Афанасьев. Его первый мультипликационный фильм создан в 2021 году «Пластилином». Вторая работа была посвящена 60-летию выхода человека на космос, а сюжет третьего мультфильма основан на героическом эпосе Лонхо. Эти работы стали победителями 2 конкурсов. С прошлого года Анатолий тесно сотрудничает с НВК «Саха». Одна работа была показана этим летом. В декабре автор передаст еще одну новую работу детскому каналу ТОКу НВК.
Этот мультфильм мы рисуем на программе МОХА по технике костевой анимации. Так как сценаристов по республике мало, сценарии все мы пишем сами. Над музыкой работает Дарья Христофорова, моя знакомая. В качестве актеров озвучки мы привлекаем своих знакомых, родственников и записываем их у себя в домашней студии. В Государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова завершаются строительно-монтажные и восстановительные работы, о которых подробнее мы узнаем в следующем материале. Рабочие красят стены и потолки зала для выступлений. Также на видео отреставрированные холлы и атриумы учебного заведения. К настоящему моменту в консерватории Римского-Корсакова в основном завершены строительные работы. То есть усилен фундамент, усилены стены, появилась отапливаемая кровля. И главным итогом строительных работ стало появление 2 атриумов под куполом из стекла и авиационного алюминия. Руководитель обособленного подразделения в Санкт-Петербурге публично-правовой компании Денис Анненков рассказал, что реставраторы постарались воссоздать первоначальный вид музыкального учебного учреждения. И исторически вот то, что вот именно было когда церковь. Так что мы считаем, что мы по максимуму восстановили то, что вот было изначально заложено. В свою очередь, художник-реставратор Алексей Самохвалов рассказал, что информацию, как ранее выглядела консерватория, собирали по крупицам, в основном по черно-белым фотографиям. Сначала первым этапом были противоаварийные работы, были сделаны ленточные расчистки, была укреплена живопись, которая находилась под многослойными записями штукатурки, шпаклевки и прочих малярных закрасок. Были расчищены все поверхности. И после этого началось воссоздание, приступили к реставрации. Санкт-Петербургская консерватория основана в 1861 году. Процесс реставрации училища ведется более 6 лет. 11 октября в правительстве России сообщили, что восстановление здания завершится в конце 2024 года. К этому часу это все актуальные новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия-24 в 20 часов. До встречи в эфире.